Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто совсем скоро неожиданно объявится? Кто этот человек, ну и чего от него ждать. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Смотрите, объявится тот человек, от которого вы сейчас отвернулись. Вы стоите к этому человеку спиной. Мало того, что вы, скорее всего, как-то не очень хорошо расстались, затаили на этого человека обиду и вовсе не ждете этого человека. Может быть, совсем недавно вы получили информацию, либо вы четко знаете, что этот человек где-то далеко, что у человека там уже какая-то своя жизнь, и что навряд ли он появится, либо в принципе в ближайшее обозримое будущее будет посещать места, где вы проживаете. То есть не ждете от слова совсем, не ждете. А еще, возможно, и обижены на этого человека. Возможно, в принципе не хотите видеть этого человека, да? Вот не попадайся мне на глаза. Вот такое ваше состояние, отношение к этому человеку. Ну, мужчина вышел. Мужчина, который, знаете, как хамелеон. Хамелеон, он шкурку меняет, раскраску меняет. Может быть, он раньше так себя вел, и вы его в этом уличили, что он нечестный, что он не держит слова, что он, возможно, и вашим, и нашим, да, и с вами, и с какой-то другой женщиной. Да, какие-то моменты были. Возможно, даже по этой причине вы расстались в прошлом. Но у мужчины в ногах сердце. В ногах сердца. Его появление, оно будет не случайным. Оно будет спланированным, заранее спланированным. Ему, знаете, кровь из носа нужно вас увидеть. Увидеть и, попробовать, да, не попробовать другое слово, воспользоваться, да, этой возможностью для того, чтобы с вами помириться, с вами договориться, вообще узнать, как вы к нему настроены, есть ли шанс, да, есть ли шанс, пусть не сейчас, но в будущем. И мужчина, конечно же, этой возможностью воспользуется. Здесь не исключено, что будет какая-то хитрость. Возможно, у кого-то из девушек отыграется, что ваша подруга, либо какие-то ваши родственники тоже будут в этом замешаны. То есть организуют вам вот такую типа случайно спланированную встречу. Честно скажу, вы будете шокированы. Мне вас показали просто такими огромными глазами в ужасе, да, что вы его видите. Вот прям совсем вы его не ждете. Девочки, мужчина какое-то продолжительное время отсутствовал. И недавно вы о нем либо думали, либо говорили с кем-то. И вас прям заверили, что он где-то прям далеко, либо с концами где-то потерялся, что не ждем, не надеемся и навряд ли вообще когда-нибудь в жизни увидим. Вот такую информацию вы получили, либо такие мысли у вас были об этом человеке. И вот, пожалуйста, прямо перед вами, перед вашими глазами мужчина будет себя вести очень обходительно, то есть вежливо, лаконично, скромненько, так знаете, учтиво. Будет вас пытаться подкупить таким своим отношением, поведением. Также этот мужчина начнет заходить в разговоре с козырей, что я хочу тебе помочь, давай забудем обо всем, давай помиримся, либо, знаете, начнет привирать, что ты знаешь, я такое пережил, я такое видел, и не хочу, чтобы у меня где-то были какие-то хвосты, чтобы совесть у меня была неспокойна, давай помиримся,
там, не ради там, будущих отношений, а просто чисто по-человечески, да, чтобы у меня там на сердце было спокойно, совесть была чистая. Знаете, вот такое вам будет говорить, да, прикрываться какой-то высшей моралью, какими-то ценностями будет прикрываться. На самом деле здесь все очевидно. Он вас любит, либо дошло наконец-таки, что он вас любит. Знаете, как походил, помытарился по миру, потаскался, понял, что вы же сокровища были, бриллиантища вы были. Не найти ему такой другой женщины. И вот он делает такой резкий маневр для того, чтобы попробовать вас назад вернуть. Прям вернуть, да, ему хочется вас назад вернуть. По поводу того, что он хамелеон. Исправился ли он? Ну, до исправления ему еще далеко, если честно. Да, что-то он про себя понял, что-то он про себя осознал, где-то он там свою эту наготу прикрыл, но, девочки, еще долгий путь исправления ему идет. То есть, если мужчина пил, причем пил отчаянно, то он все равно продолжает пить. Может быть, не в таких объемах, не в таких количествах, не в таких этих, не знаю, неделях, месяцах, да, в запойных периодах, но тем не менее это еще есть у него. Если мужчина, ну, например, ленился, не хотел что-то делать, да, то есть в принципе, возможно, да, он там устроился, работает, но прям такого яркого желания зарабатывать, либо где-то работать у него не появилось. Он только стал на этот путь исправления. Еще пройдут там, не знаю, дни, недели, месяцы. У кого-то даже годы пройдут, чтобы он наконец-таки более-менее приобрел человеческую форму и более-менее исправился. Девочки, не покупайтесь на его учтивость, не покупайтесь на его ласковые слова, не покупайтесь на его эти все там извинения, покаяние, там, выпрашивание прощения. Не покупайтесь. Мужчина все равно хитренький. Мужчина думает в первую очередь только лишь о себе, о своем, да, сердце. Не о вашем, а о своем сердце. Вот типа я понял, что я ее люблю, значит все, она должна быть моей. А то, что вы чувствуете, его как-то не очень волнует. Главное, чтобы не прогнала, да? Главное, чтобы не побила. Такое ощущение отношений идет. Девочки, если от этого мужчины у вас есть ребенок, ой, девочки, но он не остановится, он будет играть на чувствах ваших, он будет играть на чувствах ребенка, он будет просто, знаете, такой хитрой змеей, не знаю, там, по сантиметру, по миллиметру вползать в вашу жизнь, в ваш дом. Да? Может воспользоваться тем, что ребенок его любит. Он может даже ребенка подговорить, что ребенок сказал: мама, я хочу жить с папой, папа классный, папа хороший, давай там, папу назад возьмем. То есть у вас в какой-то момент даже немножко как отчаяние наступит. Вы скажете: ну что происходит, что судьба такая, да, это что, высшие надо мной тут подшучивая, да, что за троллинг от высших сил идет. На самом деле это именно его желание и именно его решение появиться. Кстати, он идет с какой-то рыбой. Ну, явно с деньгами, не пустой идет. Может быть, где-то там заработал и идет, будет тратить деньги, да, какие-то широкие жесты делать. Смотри, какой я крутой, у меня теперь денег полно. Я могу и это купить, и то купить, там, и пятое, и десятое. Да, будет эту пыль в глаза пускать. Не покупайтесь, девочки, не покупайтесь. Вы не должны сдаваться перед ним, либо вы не должны достаться ему такой, ну, легкой ценой, да. Здесь нужно мужчину проучить, здесь мужчину можно воспитать. Это не будет за один день и не будет даже за один месяц. Это какой-то длительный процесс. Ну, конечно, все зависит от вас. Если вы его прям любите, скажете: все, я только и ждала, чтобы он вернулся, и там все обиды забудете, то, конечно, это будет одна история. И если у вас память хорошая, да, не злопамятная вы, а память хорошая, то, конечно, будет уже совершенно все по-другому. Но его появление внесет значительные корректировки в вашу жизнь, да, вот прям труханет немножко вас. Так, ну бояться вам нечего. Главное, чтобы вы сама себе доверяли и четко понимали, чего вы хотите и как видите свою жизнь, свое будущее. Так, еще здесь объявится какая-то женщина. Женщина просто на какой-то утке едет. Женщина богатая.
Женщина, возможно, вы с ней вместе учились, вы с ней там по соседству жили, где-то вы ее, там, не знаю, наблюдали, работали, может быть, вместе, да, вот какая-то женщина. Женщина очень сильно разбогатела. У женщины, ну, не знаю, там, люксовые вещи, там, крутая машина, там, денег куры не клюют, да, вот она такая будет вся на понтах женщина. И будет рассказывать, какая она умная, как она всего сама добилась, как ей никто не помогал, да, будет пытаться всячески себя возвысить, и в то же время, да, вас как утопить, что вот ты не смогла, ты не сделала, да, у тебя не получилось. Вот она не будет вам говорить это прямо, но вы прям будете сквозь, да, ее, этот спич это слышать, вы будете между строк читать, вот как будто бы она вас топит. Значит, девочки, чтобы не было вам так больно и горько слушать это все, и смотреть на нее всю там в золоте обвешанную, там, не знаю, всяких там модных штуках, знайте, что эта женщина врет. Все ее вот эти деньги, все ее эти понты, это не ее, а ей это досталось, причем каким-то очень нечестным способом и образом. Да? Кто-то там наворовался, кто-то навзятничался, кто-то, ну, другим местом заработал. Да? То есть она сама ничего не делала, она очень глупая, она вам в подметке не годится. Просто вот нечестным путем она вот так вот обогатилась. Не слушайте ее и не принимайте близко к сердцу. Это не ваш путь. Вы честный человек. Вы вразрез закона никогда не пойдете. Поэтому сейчас у вас денежек не так-то много. Вот. Не равняйтесь на нее и не испытывайте это чувство дискомфорта. Знаете, что она шельма. Шельма такая, что негде клеймо ставить. И все. И успокойтесь. Знаете, тоже такое ощущение, что она специально будет выходить на вас, чтобы типа вам показать, смотри, какая крутая, смотри, что у меня есть. Да, вот с такой целью. Она абсолютно несчастный человек. И вообще по ней буква закона плачет. Да, возможно, не сейчас, может, там, в следующем году. Вы еще узнаете скандальную историю о ее богатствах и что потом с ней станет. Поэтому не берите близко к сердцу. Так, еще. По тройке идет какая-то встреча, может быть, с другом детства, с подругой детства, там, не знаю, школьные годы, может быть, там по соседству в одном дворе жили, дружили. Вот какой-то такой человечек, идет случайная встреча. Это действительно случайная. Человек будет не один, может быть, с семьей, да, если подруга, то с мужем, если там какой-нибудь друг, то со своей женой. Люди очень сильно изменились, очень сильно. Здесь вот прям четко вы почувствуете, да, что вы, ну, во-первых, очень разные, а во-вторых, эти люди, они как-то выглядят старше своего возраста, намного старше, и рассуждают такие, знаете, как старички, и выглядят так же, и одеты так же. Вот прям посмотрите, и немножко сердце сожмется, скажете, ну как же так, мы же одногодки, да, либо я же помню, ты был очень классным человеком, либо там очень активным человеком, модным, красивым, да, интересным. То есть вас это, конечно, прям покоробит, и осадочек у вас останется. Ну, каждому свое, ну, ничего не поделаешь. Этот человек абсолютно счастлив той жизнью, которой он живет, и это нормально. Вы этому человеку очень обрадуетесь, а этот человек как-то нейтрально будет относиться. Нейтрально это тоже, может быть, будет причиной вашего осадочка. Ну, каждый воспринимает по-своему, поэтому это нормально. Так, следующий момент. Кто объявится? Объявится мужчина, которого вы искали. Может быть, в прямом смысле слова вы искали этого мужчину, а может быть, вы искали какого-то специалиста, вот узконаправленного специалиста, доктор, да? Может быть, какой-нибудь юрист, да? В какой-то сфере, там, да? Они же там распределяются. Вот, вы искали такого человека и найдете мужчину. Мужчину очень неплохого,
умного мужчину. Здесь сразу говорю, это не для отношений, не для любви, это для именно деловых вопросов, решения вашей проблемы. Этому мужчине вы будете очень рады. И у вас прям, знаете, сразу к этому человеку доверие идет, доверие. Поговорите там минутки 2, поймете, что вы готовы довериться этому человеку. Этот человек вас не подведет. В прямом смысле слова. Очень профессиональный, очень четкий, очень понимающий. Все делает быстро, все делает оперативно, очень качественно и на высшем уровне. То есть это прекрасно. Мужчину найдете. Может быть, вы женщину, доктора ищете, найдете мужчину. Либо там юриста, женщину, найдете мужчину. Так, еще кто объявится? Родственники какие-то объявятся. Либо с вашей стороны, либо со стороны, например, вашего партнера. Люди, о которых очень мало вы знаете. Либо, в принципе, это будет для вас сюрпризом, что вот есть такие люди. Здесь больше похоже на какое-то общение, ну, не знаю, телефон, переписка. Люди неплохие, но непонятно, что им надо. Ну, по крайней мере, у вас такое будет ощущение, что им надо. То есть столько лет там не общались, не знались, вот на тебе нашлись родственники. Но я вас спешу заверить, что это только лишь начало вашего общения. Сейчас у вас просто как, ну, я не знаю, там, напоминание о себе, а в будущем вы уже будете с этими людьми как-то более плотно контактировать. Это неплохо, они люди неплохие. Ну, обычные люди, похожие на вас. Кстати, живут чуть получше, чем вы. Да. И они еще очень дружные какие-то, либо умеют дружить, знаете, так может отыграться. В принципе, у вас об этих людях будет очень как-то кардинально меняться мнение, и, соответственно, отношения к ним будут меняться. Ну, смотрите, родственники – это неплохо на самом деле. А если еще они адекватные, то это вообще подарок судьбы. Поэтому все будет хорошо. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.